Отработка бросков, работа в стойке и в партере. Республиканский спортцентр «Мужичи» почти неделю как стал местом тренировок главной юношеской команды всей страны по греко-римской борьбе. Ранее в регионе проводили сборы команды по художественной гимнастике, а борцы классики здесь впервые. Тренировочный процесс он меняется, где-то партер даем, где-то стойку даем, где-то надо укрепить, укрепляем, где-то игровые моменты делаем, где-то ОФП даем. Сегодня такое облегченное задание. Вечером банька у них будет, послезавтра, чтобы не нагрузить так. Здесь мы первый раз на сборах. Хороший зал, хорошее питание, хороший комплекс, уважительное отношение. Все нормально. За тренировкой борцов-классиков наблюдал и министр по физической культуре и спорту Ингушетии Алида Шхаклоев. У вас прекрасный тренерский штаб, который сегодня с вами занимается и день, и ночь. Они вам заменили ваших родителей. Поэтому выдерживайте дисциплину, будьте целеустремленны. И все у вас получится, потому что мы самая сильная школа в мире. Борьба, мы борцы. И недавно президент страны отметил в своем выступлении, что развитие спортивной борьбы имеет очень сильную динамику в стране. Поэтому я вас всех хочу поблагодарить за ваш труд, за ваше отношение к тренерскому штабу. И пусть у вас все получится. От Калининграда до Красноярска на сборы приехали лучшие борцы классики этой возрастной группы со всей страны. Здесь тренируются первые, вторые и 2 третьих номера в 10 весовых категориях. Всего на сборы приехали 40 борцов, 9 тренеров и 1 врач. Многие из этих молодых людей – победители и призеры российских и международных соревнований. На базе очень хорошие условия для подготовки. Сейчас мы подводимся к соревнованиям. У нас будет турнир в Грозном в четверг начинается. Пока что у нас подводка. Наверное, после турнира будут уже более сложные тренировки. Все хорошо, условия тоже отлично все. Воздух свежий, красиво, природа красивая. На тренировках в основном свои приемы отрабатываем, потому что соревнования скоро. Классическая борьба – один из самых развитых видов спорта в республике. Олимпийские чемпионы Муса Евлоев и Назир Манкиев, победители всероссийских и мировых турниров Руслан Белхароев, Бекхан Аздоев, Бекхан Манкиев. Ингушетия воспитала не один десяток именитых борцов греко-римской борьбы. Вот и в сборной страны по юношам также не обошлось без наших. Сразу 2 спортсмена в числе сильнейших по стране. Всегда строил ворсы, да, вот первый ворс, еще можно попасть, да, тренировку дикер, подготовку дикер. Иншаллах, следующий год, Россия, мир, Аллах, иншаллах. Этот сбор у меня проходит 2-й раз. На таком же сборе я был 3 месяца назад. И сейчас мы готовимся к Грозному. Там всероссийский турнир будет. Тренировки хорошие. Наши борцы классики не только входят в число сборной страны, сразу 2 представителя Ингушетии являются тренерами этой возрастной группы. Бекхан Манкиев делится, горд, что сборная России проходит подготовку на его родной земле. Для нас это престиж. Чемпионаты России проводились, первенство России проводить, а сам тренировочный процесс у нас не был. Первый раз проводится. Для меня тоже, как тренеру сборной, это очень приятно и престижно для нас. Недавно к команде страны присоединился еще один борец-классик. Бекхан Аздоев уже завершил профессиональную карьеру и около полугода как занялся тренерской деятельностью. В основном учит детей, как работать в партере. Хочется весь опыт передать ребятам. Тем более это возраст такой, они полностью подчиняются, слушаются и интересно работать. Как для тренеров и как для наших спортсменов местных, это огромный опыт. Они между собой стоят в парах, делятся. Плюс наши тренера берут опыт у сборных тренеров. У нас совместная работа, поэтому это огромный плюс для наших детей. Принять сборную страны у спортивно-тренировочного центра получилось благодаря его включению во Всероссийский реестр объектов спорта. Создали все условия, это все спортивные площадки подготовили, зал оснастили 3 борцовскими коврами, всеми тренажерами укомплектован зал, все необходимое для прохождения учебно-тренировочного сбора подготовлено.
В республиканском спортивно-тренировочном центре Мужичи сборная будет тренироваться до начала ноября. Отсюда команда уже отправится в соседнюю республику, где продолжит подготовку к всероссийским и мировым стартам. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев. Новости 24.